В эфире телеканала расширенный выпуск новостей «Итоги дня». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Глава республики подписал ряд стратегически важных соглашений. Сегодня стартовала работа ВЭФ-2022. Наши корреспонденты расскажут про итоги первого дня. Проекты в сегменте креативной экономики, создание компьютерных программ, мультфильмов, игр и разработка мобильных приложений. Строительство креативного кластера «Квартал труда» выходит на финишную прямую. Каждый раз в начале нового учебного года снова актуальной становится проблема правомерности сбора средств с родителей учеников. На что с родителей школьников не имеют права собирать деньги. Болезням нет. В регионе началась ежегодная вакцинация против гриппа и COVID-19. Как успешно проходит вакцинация в столице региона, а также можно ли ставить 2 вакцины за один раз. Участники из 13 улусов и города Якутска к 105-летию народного поэта Петра Николаевича Табурокова в Верхневилюйске 7-й раз прошел республиканский конкурс писателей-чтецов. Глава республики Айсен Николаев подписал ряд стратегически важных соглашений. Напомним, сегодня стартовала работа ВЭФ-2022. Как отметили представители якутской делегации, в этом году их работа направлена в том числе и на развитие арктических и труднодоступных территорий региона. Продолжит Саргалана Неустроева. Первым мероприятием в программе стала встреча с генеральным директором акционерного общества «ГЛОНАСС». Совещание стало особенно актуальным на фоне выхода зарубежных компаний с российского рынка. Теперь работа отечественного «ГЛОНАСС» на территории республики стала стратегически важным вопросом. Самый большой регион в России, которым является Саха, Якутия, может стать для нас приоритетом, потому что то есть мы работаем со многими регионами, но вот специфических проектов для этих регионов у нас мало. Однако здесь о каких-то проектах речь пока не идет. А между тем уже есть конкретные промежуточные результаты. Так было подписано трехстороннее соглашение с Фондом развития социальных инициатив и школой Сколково. Документ подразумевает подготовку высококвалифицированных управленческих кадров в республике, исходя из запросов самого региона. На прошлом ВЭФе программу, которая называется «Муравьев-Амурский», подготовка управленческих кадров для Дальнего Востока. Это 50 человек, отобранных тщательным образом, которые теперь учатся. Прошло 3 модуля, и мы подошли к той стадии, когда думаем о будущем трудоустройстве, так как программа предполагает 2 года трудоустройства после окончания программы. И первый регион, с которым мы подписали сегодня, это Якутия. Работа делегации коснулась и модернизации почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районов. Здесь в рамках подписанного соглашения с Почтой России в республике будет реализован ряд мероприятий. Как подчеркнули представители компании, Якутия всегда оказывает поддержку Почте России, в том числе и по вопросам реализации социальных проектов. Во-первых, я хочу поблагодарить главу республики Саха-Якутия за его поддержку. Почта России, он поддерживает нас во всех наших проектах, которые мы реализовываем в республике. И с 1 сентября мы запустили также проект по поддержке пенсионеров. Теперь почтальоны будут помогать пенсионерам. Мы запускаем проект в этом году «Дистанционная доставка лекарств». Из отделения Почты России можно будет заказать дистанционное лекарство, и почтальон ее доставит на дом тем людям, которые не могут, например, прийти в аптеку. Пожалуй, важнейшим событием для развития промышленности региона на нынешнем форуме стал запуск работы Сылахского угольного разреза. Прогнозируется, что объем добычи угля на предприятии достигнет 6,5 тонн в год, а объем продукции после обогащения составит 4,5 тонны коксующегося угля. Эта площадка для нас счастливая, я честно скажу, потому что на полях форума были инициированы и стартовали крупнейшие инвестиционные проекты, ставшие уже частью успеха экономики республики. И уверен, что вот и проект освоения Сылахского месторождения, который сейчас стартовал, в ближайшие годы тоже станет одним из локомотивов по развитию угольной промышленности и Дальнего Востока, и в целом страны.
Такими стали результаты первых часов работы Восточного экономического форума. Впереди еще несколько дней насыщенной программы по множеству направлений развития региона. Промышленность, транспорт, инновации, строительство и многое другое. Будет возможность перенять удачный опыт и других регионов. В общем, в ближайшие дни именно форум диктует, как сложится судьба Дальнего Востока. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Владивосток. Строительство инфраструктурных проектов в регионах ежегодно остается одной из самых главных тем Восточного экономического форума. ВЭФ этого года не стал исключением. О том, что появится в Якутии по итогам форума, в материале Петра Васильева. В первый же день форума Якутия подписала сразу 3 соглашения о реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Среди них завод крупнопанельного домостроения, микрорайон Звездный, а также строительство нового жилого комплекса на 200 тысяч квадратных метров жилья. Современный жилой комплекс по замыслу архитекторов станет примером масштабной реконструкции исторических районов города. Новый жилой комплекс в районе Речпорта объединит бизнес, культуру и жилье на берегу реки Лены, а также станет речным фасадом столицы республики. Класс квартир в этих домах будет приближен к уровню бизнеса, однако цена за квадратный метр останется более чем демократичной. Заход девелоперов, застройщиков частных компаний – это показатель эффективности этой меры. Таким застройщиком как раз является одна из наших крупных логистических компаний, которая долгое время работает на территории Якутии, компания Starway. Сейчас планирует реализовать в районе речного порта города Якутск крупный проект по застройке территории с хорошим видом, очень сбалансированный с точки зрения концепции развития и с точки зрения транспортной доступности. И я считаю, что этот проект на самом деле должен быть таким продолжением успешной реализации проектов комплексного развития территории. Еще одно соглашение касается строительства в республике завода крупнопанельного домостроения. Мощности позволят ежегодно строить от 50 до 70 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, реализация проекта обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Поздравляем участников с успешным подписанием соглашения. Продолжится и работа по строительству микрорайона Звездный в столице республики. Первая очередь будет сдана в конце года. Большинство новых квартир получат жители аварийного жилого фонда. Уделили внимание и общему внешнему виду столицы Якутии. Глава города Евгений Григорьев представил мастер-план развития Якутска на полях ВЭФ-2022. С точки зрения старого города Залога нужно понимать, что наш город самый старый город на Дальнем Востоке. Форпост освоения всего Дальнего Востока. И у нас сохранились уникальные деревянные дома, которых нет на Дальнем Востоке, 18 века строения. И мы хотим восстановить все это дело, чтобы дать городу Якутску историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность, чтобы он оставлял. С точки зрения парка, мы в ходе работы по мастер-плану основной запрос населения был направлен на общественные пространства, зоны рекреации. Самая большая точка у нас – это городской парк. Ему уже скоро 90 лет. Морально-физически устарел, необходимо обновлять. И вот с точки зрения комплексного подхода аквапарк, парк, экстрим-парк, чтобы наша молодежь и жители города и всей республики нашли в нем круглогодичную форму отдыха. Мастер-план предусматривает реконструкцию городского парка со строительством аквапарка и экстрим-центра, создание нового центра города вокруг озера Сайсара и обновление района Залог. План развития столицы Якутии рассчитан на реализацию до 2032 года. Петр Васильев, Владимир Павлов, Семен Семенов, Владивосток. Ленск по-прежнему занимает лидирующую позицию по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Жители, которые должны были переехать в новые дома в 2024 году, отметят новоселье уже в конце этого года. А это ни много ни мало 20 тысяч квадратных метров. Новые просторные квартиры в самом центре города, возле центральной больницы и по улице Рабочей, уже практически готовы распахнуть двери для своих хозяев. Соответственно, ускорив темпы строительства и осваивая программу с опережением, есть возможность расселить многострадальные дома в микрорайоне Северный, где бьют ключи из-под пола. Мы с 2024 года сегодня передвинули на 2022 год 20 тысяч квадратных метров. То есть на сегодняшний день я думаю, что мы эту программу реализуем немножко раньше, чем положено, и попробуем начать переселять людей с Северного немножко раньше.
На сегодняшний день у нас по микрорайону Северный 14 домов признаны аварийными. Они попали в программу. Мы сегодня строим новое жилье. Я надеюсь, что до 2025 года мы вот эти 14 домов переселим. Строительство креативного кластера «Квартал труда» выходит на финишную прямую. Сегодня с ходом работы знакомился председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Из-за старости здания некоторые работы затянулись, отчего слегка сдвинулись сроки открытия кластера. Но на данный момент идет внутренняя отделка, и в ближайшие дни начнутся работы по облагораживанию территории. Креативный кластер «Квартал труда» рассчитан на 150 резидентов, которые будут заниматься проектами в сегменте креативной экономики, созданием компьютерных программ, мультфильмов, игр и разработкой мобильных приложений. Создание кластера было инициировано главой республики Айсеном Николаевым и поддержано федеральным правительством. На его строительство в прошлом году и в нынешнем выделены федеральные гранты. Хорошо делает. Есть вопросы, которые сразу ориентируем, чтобы они были учтены. И, соответственно, чтобы мы потом не возвращались к этой тематике. Работы в действительности были необходимы. Каждый раз в начале нового учебного года снова актуальной становится проблема правомерности сбора средств с родителей учеников. Несмотря на тот факт, что многие вопросы в этом направлении уже не раз решались. Напомним, с родителей могут взимать плату за дополнительные занятия школьников, тогда как основное время на обучение в государственных и муниципальных школах предоставляется ученикам бесплатно. На что с родителей школьников не имеют права собирать деньги, расскажет Надежда Саханская. С родителей не имеют права требовать средства на охрану школы или за учебники, предусмотренные программой. А за посещение группы продленного дня плата может быть предусмотрена. На что еще могут собирать деньги образовательные учреждения и от чего зависят размеры суммы? Закон об образовании гарантирует каждому ребенку бесплатное обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. А это значит, что деньги за уроки не могут брать ни в одной государственной или муниципальной школе. Как и за содержание зданий и благоустройство прилегающих территорий. Закон обязывается заботиться об этом местные власти. Так что, если школьная администрация объявляет сбор денег на ремонт кабинетов или спортзала, охрану или покупку мебели, это незаконно. Бесплатно должны выдавать учебники и пособия, которые предусматривает школьная программа. По закону все нужные материалы выдают на время обучения в пределах образовательных стандартов. А материалы сверх стандартов, факультативные и дополнительные – это добровольный выбор родителей и обучающихся. Так что их приобретают за свой счет или за счет школы, если есть такая договоренность. Также на бюджетные деньги должны покупать необходимое оборудование. Список средств обучения и воспитания для укомплектования классов и других помещений утвердила Минпросвещение 23 августа 2021 года. В нем расписана каждая деталь от крючков для одежды до шкафов и кресел. Учтен и спортивный инвентарь, так что родители не обязаны приобретать в том числе и лыжи для занятий физкультурой. Кроме того, школы не могут брать плату за горячее питание для учеников младших классов. Бесплатный завтрак или обед гарантировали им законом, принятым 1 марта 2020 года. А вот за обеды для старшеклассников плату могут взимать. Если в школе начались незаконные поборы, можно обратиться сначала к руководству организации или ее учредителю. А если реакции не последует, то в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособорнадзор, Минпросвещение, к депутатам любого уровня или в крайнем случае в суд. Вообще, платным в школах может быть только то, что выходит за пределы образовательной программы и что родители и ученики выбирают сами. Например, школы имеют право брать деньги за посещение ребенком группы продленного дня. Открывать группу или нет решают сами образовательные организации с учетом мнения родителей и учеников. Это отметили в рекомендациях по продленке, разработанных Минпросвещением. Стоимость льготы для отдельных категорий устанавливает учредитель школы, орган власти, которому она подведомственна. Надо сказать, что с этого года необходимый минимум должны выполнять в любой группе, независимо от того, сколько она стоит. В июле приняли закон, по которому на продленке должны обеспечить присмотр и уход за детьми, воспитание и подготовку к учебным занятиям. Могут также проводить физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия.
Также по закону школы могут ввести требования к виду, цвету и фасону одежды учеников, взяв за основу типовые правила, установленные в регионе. Принимая такой локальный акт, руководство школы обязано учесть мнение Совета обучающихся и Совета родителей. Обязать купить одежду у конкретного поставщика никто не имеет права. Это грубое нарушение закона и основание для прокурорской проверки. Сбор средств на подарки классным руководителям и школьной администрации может инициировать родительский комитет. Но здесь все строго добровольно. Семьи не обязаны сдавать деньги на подобные цели. Важно, чтобы родители были в курсе, за что они не должны платить. Тогда они смогут защитить свои права в случае, если с них неправомерно попытаются собрать деньги. Болезням нет. В регионе началась ежегодная вакцинация против гриппа и COVID-19. Как успешно проходит вакцинация в столице региона, а также можно ли ставить 2 вакцины за один раз, узнала наш корреспондент Галина Чекурова. С началом осени возобновляется пора не только учебного и рабочего времени, но и наступает сезон высокого риска заболеть острыми респираторными заболеваниями. В республике началась ежегодная профилактика против гриппа. Также продолжается активная вакцинация против COVID-19. Сочетание 2 инфекций, таких серьезных инфекций, как COVID-19 и грипп, могут привести к худшему прогнозу, если человек инфицируется 2 вирусами сразу. И в этом году у нас план охватить 60% населения. Конечно, в первую очередь это группы риска. Это дети, начиная с 6-месячного возраста. Это группы риска, которые подвержены наибольшему риску заражения. Это медицинские работники, работники образования в силу большего контакта с населением, с жителями. Мы должны привить максимально работников жизнеобеспечивающих предприятий. Это газ, транспорт, вода, тепло, энергия. Самой проходимой больницей в Сайсарском районе столицы является 3-я поликлиника. Ежедневно в нем вакцинацию против коронавирусной инфекции проходят более 100 человек. А также около 100 пациентов прививаются от гриппа. В данное время мы активно начали прививочную кампанию против гриппа. У нас имеются в наличии вакцины Ультрикс Квадри, который рекомендуется с 18 до 60 лет для лиц с хроническими заболеваниями, и используем вакцину Savigripp. А также продолжаем прививать против коронавирусной инфекции. Используем в основном для вакцины и ревакцинации Гамковид-Вак. Согласно порядка проведения вакцинации, вакцины против гриппа и COVID-19 можно вводить одновременно. Юлия Дьяконова каждый год вакцинируется против гриппа и COVID-19 вместе со всей своей семьей. Первую вакцину я получила в 2021 году. Сегодня подошла на ревакцинацию. Против гриппа мне врач посоветовала, сказала, что при ревакцинации, именно против гриппа можно поставить, и для здоровья, наоборот, будет это полезно. Ревакцинацию, вакцинацию и против гриппа я всегда ставлю, и этот год у меня проходит успешно. Также стоит отметить, что медицинские учреждения практикуют выездные бригады не только в социальные учреждения, такие как детские сады и школы, но и в организации по ранней договоренности. Одной из основных задач всех больниц республики является проведение ежегодного вакцинирования против гриппа и коронавирусной инфекции. На данный момент ответственные граждане проходят данную процедуру, благодаря которой болезни обойдут их стороной. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутск. А в Усть-Алданском районе отмечают, что пациенты, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, болеют легкой степенью. Они лечатся в течение 5-10 дней и выходят на работу. Всего по Аулусу вакцину получили 85% взрослого населения. Заболевших 7, среди них ребенок 6 месяцев. Большинство больных не ревакцинировались. Также отмечается, что люди, переносившие ковид от малого вируса или бактерий, заболевают пневмонией. Чтобы не допустить этого, районная больница ведет кампанию вакцинации от гриппа, ОРВИ, также от пневмокока среди населения свыше 60 лет. Помимо этого, особое внимание уделяется детям. Мы должны беречь детей. Сегодня у нас болеют дети до года, дети после 12 лет у нас болеют, то есть подростки. Детей старше 12 лет мы тоже вакцинируем. Подлежат вакцинации дети, которые активно,
с активным образом жизни, то есть посещающие кружки, много кружков, спортсмены, дети, проживающие в интернатах. Обязательно они должны, и те, кто вот в общественном транспорте часто ездит, тоже обязательно надо будет вакцинироваться. Мобильный офтальмологический комплекс третий день работает в Нюрбинском районе. С начала работы по Вилюйской группе районов мобильной бригадой проконсультировано более 430 человек и проведено свыше 35 лазерных операций. На сегодняшний день бригада работает в городе Нюрба. Врачи на месте проводят осмотр, консультацию пациентов и хирургическое лечение лазерным аппаратом. В основном направлены операции на лазерное лечение. Мы тут выявляем пациентов с вторичной катарактой, а также еще с подозрением на глаукому, закрытоугольной глаукомы, пациентов с диабетической ретинопатией, которые подлежат лечению лазерной операции. И тут же мы выявляем, и тут же вот на мобильном КАМАЗе проводим лазерные операции, очень высокотехнологические операции, быстро, удобно, комфортно для пациента. К 105-летию народного поэта Петра Николаевича Табурокова в Верхневилюйске 7-й раз прошел республиканский конкурс писателей и чтецов. Участники приехали из 13 улусов и города Якутска. 2 дня подряд было прослушивание стихотворений, продажа книг, свободный микрофон, а в честь поэта были разные концертные выступления. Одним из новых конкурсов были соревновательные диалоги, где стихи сочиняли на ходу. Присутствовали не только начинающие писатели, но и уже известные. Мероприятие посетило около 300 человек. Ну, я участвовал, да, и в качестве члена жюри, и председателем жюри. Даже вот в последнем конкурсе у нас вот приняли участие сами зрители. И вот такой вот итог получается. И это вот праздник, просто праздник души. В селе Рассолода Мегино-Кангаласского района в торжественной обстановке открыли улицы, названные в честь российского государственного и политического деятеля, второго президента республики Вячеслава Штырова и заслуженного работника народного хозяйства Якутии Петра Трофимова. Как отметила помощник государственного советника Маргарита Нифонтова, это знаменательное событие, открытие улицы имени Вячеслава Штырова, особенно примечательно, так как это была инициатива жителей села. Это оценка заслуг Вячеслава Штырова, его вклада в развитие села Рассолода и Мегино-Кангаласского района республики. И самое главное, то, что сегодня я увидела, что село, конечно, развивается. Рассолода, она красивая, она современные дома, хорошая школа, хороший детский сад. И это очень радует, это означает, что у села есть будущее. Жители, которые, допустим, выпускники школы, они учатся и возвращаются, то есть и растет и население. И это означает, что как бы, село живет, и у него есть будущее. День работника газовой и нефтяной промышленности, а также 55-летний юбилей отметили сотрудники ЕТЭК в поселке Кызылсыр. Компания подготовила обширную программу для жителей и гостей. Спортивные состязания, мастер-классы и концерты. В атмосферу праздника и спорта окунулась и Светлана Амосова. 3, 2, 1. В здоровом теле здоровый дух. Утро сотрудники ЯТЭК и жители поселка Кызылсыр начали забега по 2 дистанциям. Среди женщин первая к финишу прибежала техник-электрик Вероника Юртаева. Ну как вам дистанция? Поздравляем вас с победой. Все супер, дистанция хорошая, очень тяжело. Первая спартакиада работников приурочена к юбилею компании и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Мы команда хоть куда, газ добудем на раз-два. Очень приятно, что и сегодня здесь газовики показали правильный пример, что свой профессиональный праздник надо встречать вот так вот на спортивных площадках. Ранним утром, шикарная погода, пробежаться в приятной компании. Газовики разделились на 4 команды. Сборная ГПУ, цеха добычи, команда главного инженера и транспортного управления. В солнечную осеннюю погоду на стадионе кипит жизнь. Параллельно команды ЯТЭК соревнуются в упорной борьбе по футболу, а также на другой части поля по перетягиванию каната. Болельщики на трибунах, не умолкая, поддерживают своих коллег.
В завершении спартакиады участники посоревновались на меткость и ловкость. Командная игра «Пейнтбол» еще сильнее сплотила коллектив. Сегодняшний день он называется «Энергия будущего». Мы хотим, чтобы в будущее мы вошли успешными, здоровыми, профессиональными людьми и сплоченным коллективом. Все счастливы, все заряжены, и, конечно же, мы будем делать это больше, лучше и на регулярной основе. Компания «ЯТЭК» поддерживает и развивает мотокросс среди подростков. Специально для них в поселок из Сочи прилетел профессиональный гонщик и больше месяца будет тренировать юных любителей скорости. Сейчас сюда привезли 2 единицы техники. Компания «ЯТЭК» предоставила. И, в принципе, она поддерживает вообще все начинание. Технику, экипировку, то есть все выделяется. Праздника хватил весь поселок. Специально для семей, детей и всех желающих организованы полет на воздушном шаре, уличные концерты, а также мастер-классы. В Центре детского творчества вдохновения можно научиться декору домашнего печенья. Сегодня в задании красивый цветочек. Аня с 1 класса печет торты, поэтому она с удовольствием прошла уроки у кондитера. Я научилась, как можно сделать правильно тортики, как можно украшать их правильно. Ну а вечером на смотровой площадке «Энергия будущего» подвели итоги спартакиады. С поздравлениями выступили якутские и российские звезды, а также награждены лучшие работники компании. Большое спасибо нашему руководству, которое не забывает пенсионеров, компании, процветания, здоровья, всего хорошего. Основной поставщик природного газа в Якутии в этом году отмечает свой 55-летний юбилей. В связи с этим 7 сентября в 21:30 на канале НВК «Саха» будет показ фильма об истории, становлении и развитии компании «ЯТЭК». Светлана Амосова, Георгий Григорьев, КСЛ-СЫР. На этом у нас все новости. Всего доброго.